Новые возможности и новые качества. Определить ключевые направления в системе образования в регионе на предстоящий учебный год собрались более 350 участников. Преподаватели, руководство школ, представители регионального Минобра, а также приглашенные гости. Что мы успели достигнуть, что было сделано за прошлый учебный год, и о тех перспективах, о тех направлениях, с которыми мы будем работать в новом учебном году, о том новом, что получилось, о том новом, что планируется в нашем образовании. Это первый день работы уже ставшей традиционной августовской конференции. Роза Алироева – постоянная участница этих встреч. Полученный здесь опыт она и ее коллеги успешно используют в своей работе. Мы новшества узнаем, особенно сейчас большое внимание уделяется цифровой экономике, поэтому это финансовая грамотность, цифровая грамотность. Это очень интересное, новое. Успех ребенка это в каждой школе есть, и в нашей школе есть большие достижения. Мы участвовали на конференции в городе Ленинграде, Санкт-Петербурге, нас очень высоко отметили, поэтому очень много педагогов у нас, которые уже работают по этим направлениям, и нам это очень интересно. В рамках августовской конференции сегодня действует 6 дискуссионных площадок, где обсуждаются актуальные вопросы общего и дополнительного образования, достижения последних лет. Так, университет Иннополис представляет проект бесплатного образовательного контента «Эдуконт». Конкурентная среда, очень качественная, обеспечивает доступ, то есть платит за учеников, позволяя каждому ребенку нашей страны пользоваться качественным цифровым образовательным контентом. Мы, университет Иннополис, являемся представляем этот проект, развиваем его и планируем сотрудничать, чтобы в каждой школе Ингушетии знали, как пользоваться, как подключаться. О едином образовательном пространстве, формировании личности, воспитании гражданина и создании будущего рассказывает гость конференции, дивизиональный директор издательства «Просвещение» Дмитрий Сулимов. По его словам, группа компаний издательства ежегодно реализует более 200 образовательных проектов. Именно они стояли у истоков внедрения профессиональных классов в России, так что ему есть чем поделиться со слушателями. Стояли у истоков начала работ. На настоящий момент у нас есть 3 серии печатных пособий, которые многие регионы уже приобретали. Это серия «Учимся для жизни», это серия «Тренажер» и, безусловно, серия «Задачники», которые дополняют друг друга, составляя полный комплекс для подготовки детей и к международным тестам по функциональной грамотности, и для повседневных задач, связанных с развитием личности. Цель конференции – проанализировать достижения и тенденции развития региональной системы образования за предыдущий год, определить приоритеты и задачи стабильной работы в новом. В этом году будем уделять проблемам развития наставничества в нашей республике, обучению педагогов на стажировочных площадках. И, конечно, мы очень много внимания сейчас уделяем новым ФГОС нашей республики. Все учащиеся 1-4 классов и 5 классов нашей республики переходят на обучение по новым ФГОС. Вот в рамках этого нами уже обучено 2700 педагогов нашей республики, и планируется обучение еще 600 педагогов в августе месяце. Работа августовской конференции продлится 2 дня. В субботу участники на 6 дискуссионных площадках будут говорить о деятельности информационно-библиотечных центров, совершенствовании профессиональной компетентности учителей ОБЖ, современных тенденциях развития дополнительного образования и не только. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Белакиев, Новости 24.